22 июня 1941 года из правительственного обращения, переданного по радио, жители республики узнали о том, что немецкие войска без объявления войны вторглись на территорию нашей Родины. С началом войны жизнь республики перестроилась по законам военного времени. С 26 июня все промышленные предприятия перешли на 12-часовой рабочий день. С первых же дней началась мобилизация. На смену кадровым рабочим к станкам встали старики, женщины, дети. К концу 1941 года 69% работающих были подростки до 16 лет. В республике был создан фонд помощи фронту, куда поступали продукты, вещи, денежные средства. За годы войны жители республики собрали на вооружение Красной Армии 87 миллионов рублей. Газета «Бурят-Монгольская правда» ежедневно на своих страницах освещала, как идет мобилизация, каких успехов достигли трудовые коллективы, печатались сводки Софинформбюро. В номере, вышедшем 26 июня, опубликовано письмо рабочих и служащих автотранспортного предприятия «Бурзагодзерно». Своим ударным трудом и производственной дисциплиной еще больше укрепим обороноспособность нашей Родины. Поможем нашей армии и военно-морскому флоту в быстрейшем разгромлении обнаглевших фашистов, посягнувших на нашу цветущую Родину. И таких писем было немало. На всех фронтах бились с врагом сыны республики. Многие сложили головы на полях сражений. Около 40 тысяч награждены орденами и медалями. 35 воинов Бурятии носят высокое звание Герой Советского Союза. 10 уроженцев Бурятии – кавалеры Ордена Славы. Храня о них вечную память, отдавая дань признательности и благодарности подвигу участников небывалой войны, приносим мы в дни памяти цветы к обелискам и монументам. Наталья Ягодина, Евгений Надаховский, Общественное телевидение Бурятии.